для собак. Добрый день, добрый час. Я рада вновь приветствовать всех вас. Все готовы? Все готово? Книжки, ручки и тетрадки. Все ли правильно сидят? Все ли на меня глядят? Молодцы! Тогда мы начинаем урок. Тема нашего урока – самая важная работа. Сегодня на уроке узнаете, как употреблять слова при ответе на вопросы «из-за кого?», «из-за чего?». Поговорим о том, как использовать слова «водить» и «возить». Постараемся понять, какая работа самая важная. А начнем мы работу со слов, но, возможно, значение некоторых вы еще не знаете. Займемся ими? Для начала предлагаю посмотреть на рисунок. Вы знаете, как называется это растение? Да, молодцы! Это цветок айгуль, лунный цветок. Айгуль – растение высотой 1–1,5 метра с длинными зелеными листьями, которые растут по всему стеблю. Специалисты отмечают, что ростки лунного цветка появляются только через 7 лет, а еще через 7 появляется первый цветок и расцветает. И каждый год прибавляется по одному ярко-оранжевому цветку. Из-за того, что он редкий, его занесли в Красную книгу Кыргызской республики, потому что мы можем его потерять. Вы обратили внимание на новые слова? Из-за, растение, расцветать, терять, потерять. Давайте рассмотрим, как они употребляются. Возьмем слово «из-за» и вопрос кого чего. И слова «я», «ты», «он», «она». Я. Из-за кого? Мы должны слово «я» изменить на «меня». Я. Из-за кого? Из-за меня. Ты. Из-за кого? Из-за ты меняем на тебя. И получается из-за тебя. Он. Из-за кого? Из-за него. Она. Из-за кого? Из-за нее. Растение и расцветать. Посмотрите и скажите, какие слова относятся к теме растения, а какие к теме животные. Дерево, собака, расцветать, кошка, ягода, яблоко, корова, цветок. Давайте порассуждаем. Дерево. Оно растет, на нем расцветают цветы. Осенью деревья теряют листья, они опадают. Это растение. Собака. Она живая, умеет передвигаться, то есть бегает, лает, играет, сторожит. Это животное. Расцветать.
у нас расцветают цветы. Значит, это слово относится к теме растения. Кошка, она живая, мяукает, играет, ловит мышей. Это животное. Ягода, сочный плод. Это однозначно растение. Яблоко, значит, как вы думаете, растение. Корова – это, конечно же, животное. Цветок, он бывает у растений, значит, относится к теме растения. Молодцы. Терять, потерять. Значит, остаться без чего-то. То есть, когда у тебя было что-то, ну, например, бумажник, телефон, а потом вдруг не стало, ты его потерял. А сейчас откройте тетради, и вам предстоит записать только те слова, которые выделены синим цветом, только в правильной форме. Например, слово «он» поменять на слово «него», «из-за него», то есть изменив слова. Подумайте. Ну, теперь давайте проверим. Шофер не возил людей на работу. Из-за него люди не добрались до работы. Сестра водила троллейбус. Это очень трудная работа. Из-за нее она очень уставала. Следующее предложение. Ты не пришел вчера. Из-за тебя мы не смотрели фильм. Я опоздала на урок. Из-за меня наш класс наказали. Я хочу обратить ваше внимание на слова «возил» и «водила». В чем разница между этими словами? И это мы сейчас с вами выясним. Возить можно кого-то или что-то на каком-нибудь транспорте. Например, возить людей. Водить можно кого-то или что-то. Например, водить машину. Давайте посмотрим еще несколько примеров. Они вам помогут лучше понять значение этих слов. Мама возит ребенка на прогулку. В чем? В коляске. Воспитательница водит детей на прогулку. Воспитательница водит кого? Воспитательница водит детей на прогулку. Давайте мы с вами попробуем использовать слова «водить» и «возить» со словами «я», «ты», «он» и «она». Возить. Я вожу. Ты возишь. Он возит. Она возит. Водить. Я вожу. Ты водишь. Он водит.
и она водит. Молодцы. А теперь давайте попробуем выполнить задание, где мы будем использовать слова «водить» и «возить». Давайте попробуем правильно вставить слово «водить». Мама что делает? Мама водит детей в детский сад. Вы умеете что делать? Я вам помогу. Водить машину. Вы умеете водить машину. Я каждое утро что делаю? Я вожу детей в школу. А теперь давайте попробуем правильно вставить слово «возить». Эта машина что делает? Машина возит хлеб в магазин. Автобус что делает? Возит людей на экскурсии. Я вожу дедушке продукты. Сейчас я предлагаю по картинкам определить, какое слово надо использовать. Возить или водить? Какие же слова надо использовать? Водить на автобусе детей или возить? Правильно. Возить детей на автобусе. На прогулку Анна Ивановна водит или возит детей? Какой глагол здесь нужен? Правильно. Водить детей. Возить или водить ребенка в коляске? Итак, в коляске возить ребенка. А теперь посмотрите на второй рисунок. Сестра водит брата или возит на санках? Подумайте. Да, вы догадались. Возить брата на санках. Водить машину или возить? Вспоминаем, думаем. Ага, машину водить. А продукты возить или водить? Продукты возить. Молодцы. А теперь приготовьтесь послушать текст. Самая важная работа. Готовы? Папа Болото работает шофером. Он водит автобус. Сын не хотел его пускать на работу. Тогда отец сказал ему: «Мы утром хотим есть, а хлеба нет, потому что я не привез на работу пекаря и продавщицу из магазина. И в кино пойти нельзя, потому что билеты продавать некому. А вечером будет темно, потому что рабочий с электростанции остался дома. И все из-за меня». «У тебя самая важная работа?»
спросил сын. У всех у нас важная работа. Никто друг без друга прожить не может. Надеюсь, вы поняли текст. А сейчас я предлагаю вам вспомнить текст и дополнить предложение. Итак, хлеба нет, потому что... Ну-ка вспоминаем. Правильно, потому что пекарь не добрался до работы. Света нет, потому что электрик остался дома. Папа должен идти на работу, потому что у него важная работа. Если пекарь не придет на работу, то у нас не будет чего? Хлеба. Если продавщица не придет на работу, то у нас не будет продуктов. Если кассир не придет на работу, то мы не сможем купить билеты в кино. А как вы думаете, какая работа самая важная? Да, правильно. Как говорит папа Булота, все работы хороши, и все они важны. Я знаю одну хорошую пословицу, которая тоже говорит об этом. Землю красит солнце, а человека труд. Сегодня на уроке вы узнали, как употреблять слова при ответе на вопросы «из-за кого?», «из-за чего?». Поговорили о том, как использовать слова «водить» и «возить». Рассуждали о том, какая работа самая важная. На этом наш урок окончен. До новых встреч!